Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас будет урок по UX/UI дизайну. А, Если меня слышно и видно, то продолжим. Да, вас слышно и видно. Чат отключить, Мгм. чтобы он мне мешал. Потом включим. Ну, как бы, я его не читаю пока, в конце могу прочитать, он пока мне не мешает. Хорошо, я тогда его оставлю. Мгм. Так, у нас с вами это уже вторая встреча. В первый раз у нас было, так скажем, знакомство, как я пришла в эту профессию, да, общие понятия о специальности и так далее. Сегодня уже более глубже поговорим про UX/UI дизайн, с чем его едят. Вначале а, немного вводного, а потом по порядку пойдем. Секунду. Про важность. На самом деле важность определяет каждый сам для себя. Тут лишь надо понять одно, что знание – это сила. Безусловно, там UX/UI дизайн необходим там веб-дизайнеру, да, но разработчики, которые неплохо разбираются в веб-дизайне, преуспевают больше, нежели тот, который о нем ничего не знает. Там за 2,5 года работы в диджитал-сфере у нас как бы продакт-менеджеры на работе, да, разные профессии. Вот я поняла одно, что даже если продакт-менеджер, он далек от дизайна и макетов, даже если он разбирается хорошо в дизайне, он лучше закрывает проекты с наилучшим эффектом, да, он понимает, о чем речь, он лучше объясняет клиенту об этом, да, и как бы про это знать, это очень хорошо. После первой лекции того в Zoom мне поступили разные сообщения из рода, вот, ну, Джазбуль, у тебя там есть профессия уже, ты работаешь в хорошей компании, зачем ты пришла на этот курс, там, ну, просто поинтересоваться, да, люди. На самом деле, ну, как бы хороший вопрос, я думаю, но зачем? Это, во-первых, знания как бы никогда не помешают, тем более, если эти знания в одной сфере, в одной тарелке варятся, да. И, во-вторых, я сейчас покажу 2 примера сайта, после чего вы поймете, почему я стала интересоваться именно программированием. Это вот примеры сайтов, когда дизайнер и инженер, ну, то есть инженер, говорю, разработчик в одном лице делает крутые проекты, рисует дизайн и оживляет его с помощью вот таких красивых анимаций. Это, по-моему, все JavaScript. А, Ну, то есть он вот нарисовал дизайн, он хочет видеть его таким образом, и он сам оживляет это все. Я думаю, это очень круто. В России пока не так развита эта сфера, когда и дизайнер, и разработчик в одном лице, да, но вот, например, в Америке, там, в Европе, там, в особенности во Франции, очень много таких дизайнеров, они в основном там фрилансеры, когда берут заказ полностью под ключ. И у них специфика такая, что очень много креатива, они добавляют очень много красивых анимаций. Так, теперь второй пример. Там, в принципе, то же самое, но как пример, да. И тут, видите, он даже написал, он дизайнер и программист. Такие вот сайты. Да. Кажется, про ценности, да, про важность мы обсудили. Теперь пойдем дальше. Начнем с главного. Кто такой вообще диджитал-дизайнер? Развеем все слухи, да, и стереотипы, поймем, кто же такой он. Диджитал-дизайнер, это с переводом с английского, это цифровой дизайнер, и как бы из этого выходит, что он работает в цифровой среде. Очень много в интернете там объяснений, что такое цифровая среда. Если там обобщенно сказать, это все то, где мы увидим пиксели. Это сайты, мобильные приложения, соцсети, даже сами устройства, да, вот, например,
Apple-ские, там, андроидские телефоны, компьютеры, это вот сами устройства, это тоже цифровая среда, потому что перед тем, как они выходят на рынок, да, допустим, там iPhone, его дизайнеры тоже проектируют, там, где находится галерея, настройки и так далее, да. И какая роль дизайнера в этой среде, разберем на примере сайтов. Секунду. Так, дальше будут, и в дальших уроках будут такие слайды, когда такие базовые вещи, возможно, многие знают, возможно, многие не знают. Мы не будем на них много останавливаться, чтобы тратить время больше на более серьезные, более полезные вещи. Если вы не знаете, что такое пиксель, просто сделайте скрин, а потом вы про него прочитаете и поймете. И я не зря сказала про блокнот и ручку. Пожалуйста, пишите все, что вам непонятно, либо даже интересно, вы хотите запомнить. Потом вы придете к этому блокноту, и если быстро прочитаете, все придет в голову и быстро вспомните. Вот, так что непонятные слова тоже пишите туда, либо сделайте скрин. Так. Раньше дизайнер был художником, то есть его интересовало больше картинки, иллюстрации, иконки разные, да, но никак не функциональность и удобность. И важно всегда помнить, в голове держать одно, что текст важнее картинки. Как, например, на этом сайте, да, мы, если уберем текст, оставим картинки, мы ничего не поймем. Если мы хотя бы там уберем картинки и оставим текст, мы хоть что-то можем понять, там, ковыряясь на этом сайте, да. И из этого следует понять, что текст всегда важнее картинки. Ну, если быстренько там сказать, какие проблемы у этого сайта существуют, то это, например, элементы, привлекающие внимание, очень много, то есть глаз бросается везде, и в шапке, и в подвале, да. Элементы расположены очень хаотично, много картинок, гифок и так далее можно перечислять. Небольшой эксперимент сделаем. Дальше я покажу 2 сайта и поймем, можем ли мы сходу сказать, что это за сайт. Вот, например, первый. Можем ли сказать, что это за сайт? Это новостной портал или это, может быть, сайт авиакомпании, да? И второй. Можем ли мы сказать? Я думаю, да, то есть это сайт авиакомпании. Да, вот я специально брала тут логотип, если даже мы его вернем, если мы даже его уберем, мы поймем, что это сайт авиакомпании, что мы можем купить билет. Как мы догадались? Чтобы дизайнеру нарисовать этот сайт, он сначала исследовал эту сферу, да, этот рынок. Он исследовал конкурентов, сделал выводы, да, нарисовал прототип, сделал, то есть исследование провел, потом он нарисовал структуру, понял, что плюс-минус, там посмотрел много авиакомпаний, плюс-минус он понял, что логотип всегда располагается у нас слева, меню у нас всегда располагается в шапке, там поиск, войти в профиль обычно располагается справа. И, конечно же, всегда в авиакомпаниях очень важно, чтобы поиск билетов был удобный и не маленький, да. И насчет, то есть сделав такие выводы, он вот нарисовал такую структуру, такой сайт. То есть это и есть современный дизайнер, когда он решает именно бизнес-задачу, да, решает задачу пользователя, да, картинки, это все второстепенное, все дополнительное, это все дополняет сайт. И как бы картинки, иллюстрации это рисует другой дизайнер графический, да, получается UX, UI, digital дизайнер, он просто берет со стоков, из стоковых этих платформ. Дальше тоже такой сайт, вы можете сделать скрин, если вы не знаете, что такое стоковая фотография, стоковые изображения и так далее. Потом, я думаю, мы еще скинем презентацию, вы можете там прочитать, но сразу сделайте скрин, чтобы не потерять. И пишите, пожалуйста, в блокноте.
Так, таинственные 4 буквы UX, UI. Давайте раз и навсегда разберемся в этом, чтобы не было вопросов. Я постараюсь очень простым языком объяснить, что такое UX и UI. UX – это user experience, то есть пользовательский опыт. UI – это user interface, то есть пользовательский интерфейс. На этом изображении можем лучше понять про UX и UI. То есть UX отвечает он за разработку интерфейсов. Для UX-дизайнера важны функциональность, адаптивность сайта, какие впечатления вызывают у пользователя, да, взаимодействие с сайтом, приложением, насколько легко посетителю достигнуть своих задач на ресурсе, да, например, насколько легко оформить заказ при совершении в интернет-магазине, да, покупку, или, например, облегчает ли приложение, например, банкинга, да, пользованием сферы услуг банка, например, да, не идти там в банкомат или там в банк, да, ближайший, а вот через приложение все делать. То есть решает ли эту проблему? То есть конечная цель UX-дизайна – это создать простой, эффективный интерфейс, чтобы пользователю, который поможет ему совершить то есть целевое действие. Так, теперь про UI. В то время как там UX представляет собой совокупность задач, направленных на оптимизацию продукта для его удобного использования, UI является его дополнением. То есть он отвечает за внешний вид. Стиль, интерактивность и так далее. То есть, например, то есть нельзя сказать, что UI – это как дополнение, там, цвета поправить, картинки поправить. Нет, так нельзя говорить. Цель UI-дизайна нужно визуально направлять пользователя по интерфейсу. То есть я сейчас хочу следующий слайд показать. Вот, например, есть у нас кнопка на сайте, да? UX дает пользователю понять, где он располагаться будет. То есть, если, например, у нас на главном баннере стоит кнопка, это хорошо. А если мы его спрячем, например, в самый вниз, это плохой UX, то есть он не сможет его найти. А как она будет выглядеть? Уже UI, то есть это тоже очень важно. Очень много есть гайдлайнов, когда тот или иной, там, например, элемент интерфейса должен иметь соответствующий вид. То есть, например, если мы активную кнопку сделаем неактивной, ну, допустим, там дизайнеру понравилось там серый цвет, он хочет серую кнопку сделать, тогда пользователи, например, привыкли, да, что там серым цветом неактивную кнопку делают, и он будет нажимать на него, то есть он увидит, подумает, что это неактивная кнопка, и не нажмет. А на самом деле это просто дизайнер серым цветом его покрасил, да? То есть есть такие определенные правила, по которым рисуется дизайн. То есть нельзя просто с головы взять какой-то цвет и покрасить. Нужны правила, нужны гайдлайны, нужно их смотреть и пользоваться и практиковаться. Что еще хотела сказать важное? Ну и внизу там разные состояния кнопок, да, бывает тоже это все в гайдлайнах. Я потом в конце скину Notion сайт, то есть ссылку. Там будут все материалы, все ссылки. И там среди них есть, сейчас сразу покажу тогда, чтобы потом вы лучше ориентировались. У вас будет вот такой вот страница вот такая. Там есть, там будет раздел. Я его, кажется, не создала еще. Я это добавлю, потом будет раздел гайдлайн. И там есть материал дизайн, и там есть все гайдлайны, по которым вы можете посмотреть, подходит ли та или иная кнопка. Вот он. Справа у нас все возможные элементы интерфейса. Допустим, например, типографику, да, возьмем.
И тут у вас все будет... Но если вы не знаете английский, вы можете вот так с правой кнопкой мыши сделать и перевести на русский сделать. Он вас переведет на русский, и вы можете на русском прочитать. Вот, то есть тут все объяснения, какой шрифт должен быть. Тут есть еще красненьким выделяют, как делать нельзя, а как делать можно. Сейчас я найду. Вот, видите, don't. То есть вот так делать нельзя. Тенюшку добавлять на каждый шрифт, это too much, как бы пользователь будет мутно, он не сможет посмотреть, что там, не сможет прочитать. Так делать тоже, например, нельзя, да, наполовину срезали, что ли, картинку. То есть тут все правила, я это скину тоже в Notion, потом скину. Так, пойдем дальше. Значит, мы поговорили про UX и UI, поняли, что очень важно и UX, да, как бы расположение элементов, пользовательский опыт, да, и в то же время важна UI, как они вообще должны, в принципе, выглядеть, да, по правилам. Если вы поняли, пожалуйста, можете отправить плюсики. Вам все понятно, я просто чат выключил, но я смотрю за... Хорошо, Попросили хорошо. выключить. Так, окей, ладно, тогда пойдем дальше. Дальше поговорим про этапы работы. Какие этапы у нас есть при создании сайта, да? Анализ продукта, цели и задачи. Что это? К вам приходит клиент, говорит, мне нужен сайт. Чтобы приступить к задаче, да, к проекту, вы должны сначала вот этот вот первый этап, это именно общение с клиентом. Вы должны, то есть есть, по-моему, такое еще выражение, чтобы сделать проект, то есть больше клиента никто не знает про эту сферу. То есть нужно у него правильные вопросы задать и узнать, какие цели вообще, да, у бизнеса, какие задачи, там, что он хочет, например, да, он, может быть, хочет, чтобы много пользователей зашли на сайт, либо он хочет что-то продавать, то есть что для него важнее. Второй этап – это анализ целевой аудитории, да. Мы тоже у клиента спрашиваем, либо это уже сами понимаем, да, что, например, пришел, если там интернет-магазин, там, если не знаю какой, там интернет-магазин, который продает эти самокаты, да. Целевая аудитория, понятно, больше молодежи, да, подростков, там, может быть, где-то мужчин, там, лет 30-40, которые, например, едут на работу на самокате, да, на электро. То есть узнаем целевую аудиторию. Почему это важно? Допустим, мы узнали, что там у сайта, который продает электросамокаты, целевая аудитория – это больше там подростки, мужчины до там 50 лет, женщины до 50 лет и так далее. И уже по этим критериям мы подбираем как бы и структуру, и дизайн, потому что что для них, например, что они любят, да, там, обычно они любят отдохнуть, там, то есть вот такие моменты мы подбираем уже по целевой аудитории, подбираем цвета даже по целевой аудитории, потому что, например, если сайт для дедушек, бабушек, да, то есть, понятное дело, у них могут быть проблемы со зрением, и на сайте нужно предусмотреть четкое изображение текста. Например, нельзя использовать какой-то серый цвет, потому что, вот, например, как на фоне, да, вот 3 тарелочки стоят, они могут, люди с слабым зрением могут его вообще не увидеть, потому что даже есть дальтонизм, да, когда один человек видит этот цвет, а другой нет. То есть такие моменты тоже очень важны. Это как раз вот это вот относится к UI-дизайну, который должен учесть все гайдлайны,
что видит слабовидящий на сайте, что видит дальтоник на сайте. Эти все нюансы тоже очень важны. Дальше исследование конкурентов. Тут, конечно, без этого никак нельзя. На нем сформируется, какая структура будет, да, как пользователь к какой структуре вообще привык, да, потому что, например, да, тот же, например, сайт электросамокатов, да, придет, например, вы должны конкурентов исследовать и увидите, например, что картина всегда справа стоит, да, справа сверху. А если, например, вы сделаете корзину, которая там приезжает с анимацией, открывается крышка, и туда залетают самокаты, это будет уже не пользовательский опыт, это уже не будет нечто, неким понятливым интерфейсом, да, для него это будет очень новое, и конверсия может упасть на сайте. То есть это исследование конкурентов. Во-первых, это нужно, чтобы понять вообще структуру, да, сайта. Во-вторых, понять вообще, какие есть тренды, да, в этой сфере. То есть исследование, бенчмарк мы еще называем, очень важны. Дальше отрисовка прототипов. Это у нас уже, когда мы уже поняли уже цели, как там проекта, да, цели бизнеса, поняли, какие есть у него целевая аудитория какая, мы сделали исследование конкурентов, мы уже понимаем структуру и рисуем прототип. Прототип – это, чтобы вы понимали, мы еще дальше будем проходить про прототип, больше будем делать домашние задания. Сегодня не будет домашних заданий, чтобы… Я еще в конце скажу, что сегодня нужно будет сделать. И прототип – это такие серые блоки, может быть, серый текст. Мы просто расставляем блоки на странице. То есть вот у меня там будет текст, тут у меня будет такая серая, просто блок делаете серый, тут у меня будет картинка и так далее, и так далее. То есть рисуете просто скелет, просто серые блоки. Но тут еще важно, это не то, что просто скелет, да, тут еще важно в прототипе путь клиента. То есть, например, он там с главного баннера нажал на кнопку, куда он пойдет? То есть он пойдет к каталогу или он пойдет к карточке товара. То есть путь, мы в дизайне еще есть такое понятие CGM. Если кто услышал, можете записать и про него очень углубленно прочитать. Это целая, можно сказать, наука. У нас в компании раздел занимается отдельно CGM. Они изучают пользовательский путь. Вот. Дальше, и в конце, создание дизайна. Там уже понятно, по прототипу у тебя есть структура, ты уже понял, где будет текст, где будет картинка. Дальше уже в дизайне идет уже креатив, идет уже поиск, да, поиск идей, поиск визуала. Ты уже подбираешь цвета, какие будут, да, какой шрифт будет и так далее. Про это мы еще дальше поговорим. Так, зона ответственности – это зона ответственности дизайнера. Так, зона ответственности дизайнера. Уметь проектировать. Мы об этом уже упомянули, да, это структура, получается, это вот прототипы. Нужно уметь проектировать, нужно уметь предугадать пользовательский путь, как ему будет удобнее и так далее. Уметь защищать проект. Многие, наверное, думают, что дизайнер там нарисовал иконки, картинки, и все, на этом работа закончена. На самом деле нет. Очень важно, особенно если вы пойдете там в какую-то компанию, да, в вашей компании вы не будете работать одни, у вас будет команда. В команде у вас будет там, если вы дизайнер, будет арт-директор, это директор дизайнеров, будет там проект-менеджер, да, будет еще у вас руководитель, да, который вообще всем этим руководит, и так далее, и так далее. И, например, вы сделали проект, и его сначала вы согласуете с арт-директором, потом, например, может быть, вы вместе еще показываете там руководителю, и только после этого, возможно, вы покажете клиенту. То есть такие этапы вам важно, например, для начала хотя бы договориться с арт-директором. Очень важно иметь
хорошие навыки, да, коммуникации, уметь защищать проект. И тем самым, если вы будете лучше в этом разбираться, лучше ну, как бы защищать, вы пойдете по лестнице, ну, по карьерной лестнице быстрее, чем, например, тот, кто, например, не умеет, да, защищать проект. Дальше это знание интернет-маркетинга. Но тут тоже как бы и сфера такая, да, что, например, бизнес приходит, он хочет что-то продавать. То есть сейчас у нас цифровая среда, потому что все хотят, чтобы у них бизнес хорошо шел. Для этого нужно хотя бы базовые вещи интернет-маркетинга знать. Ну, для этого можно там читать статьи, что важно, какие там цвета в тренде, там, а, что, например, должно быть, какие заголовки должны быть. И тут еще, например, если вы пойдете стажером в компанию, вам могут вначале давать баннеры просто. Баннеры, чтобы, ну, баннеры для разных сайтов, баннеры для соцсетей, у этой компании могут быть, да, соцсети. И все эти вещи тоже должны уметь. Потом быть в тренде визуального искусства. Это тоже очень важный момент для дизайнера. Я еще коснусь этой темы еще. То есть, что это значит? Нужно много смотреть хороших примеров. То есть, например, скажем так, какой-то человек живет в шкафу 20 лет, допустим, да? Он вышел из шкафа, да, и ему сказали: нарисуй мне сайт. Он такой, что он может нарисовать? Как минимум он может нарисовать внутри шкафа, как выглядит, и там вешалку, да, допустим. То есть он из головы новое никогда не возьмет, и человек, в принципе, тоже. То есть во всем как бы, в мире, да, и вообще в любой сфере, там, кино, музыка, все миксуется. То есть что-то берется, что-то заимствуется. То есть как бы нельзя сказать, что копируется, нет. Это все микс, это все ремикс. И тем самым, если вы будете каждый день смотреть хорошие сайты, хорошие примеры, вы будете в голове собирать эту базу визуального искусства, как должен вообще хороший сайт выглядеть. Если вы будете смотреть там убогие какие-то плохие сайты, понятное дело, у вас будут на примере плохие сайты, ну, некрасивые, да, так скажем. Я об этом еще внизу скажу и про хороший фильм. Так, уметь общаться с командой. Тут на самом деле не просто уметь общаться с командой, на самом деле тут немного глубже. Хочу на примере рассказать. Допустим, есть начальник, у него там есть, например, бухгалтер, да, и у бухгалтера есть начальник. Например, условно, если, скажем, бухгалтеру сказать: вот, дай мне вот этот отчет, там, ему надавить и сказать: вот, сдай мне на завтра или там послезавтра, ну, и там, он может угрожать там там, не повысить тебе зарплату и так далее, он может этот отчет быстро сдать. В нашей среде это немного по-другому, и потому что, например, дизайнеры, может быть, и некоторые разработчики, да, часть мозга там другой немного отвечает за креатив. Вот эта вот часть мозга, когда на него надавливают, говорят какие-то критерии, он, наоборот, не даст потом, ну, дальше идеи. Ну, там, например, дизайнер может сказать, там, все, я буду дальше ничего не буду делать и так далее. И вот в диджитал-среде, в компаниях об этом очень хорошо знают, например, когда вы пойдете в какую-то компанию в России, ну, или там где угодно, да, если об этом они в курсе, то они никогда так не сделают. А, То есть есть такое понятие, да, что если человека, да, если он плохое что-то сделал, мотивировать его, говорить какие-то хорошие вещи, он сможет лучше сделать. То есть деструктивная должна быть критика. А, И получается, почему я об этом говорю, чтобы когда вы пошли в какую-то компанию, чтобы вы тоже понимали, что другим тоже так нельзя.
То есть бывали случаи, например, придет дизайнер, и обычно дизайнеры-разработчики, у них бывает недопонимание, когда дизайнер там нарисовал хороший проект, он передал разработчику, а у него там пиксели разъехались, картинка не там, текст не там. И, понятное дело, дизайнер там старался, рисовал, он говорит там разработчику, ну, какой-то конфликт, да, и в этот момент важно не надавить разработчику, важно правильно ему сообщить об этом. И разбираться в технических нюансах — это на самом деле про код. Ну, мы это будем не так на курсе разбираться, да, и то есть как, например, разработчику знать дизайн, так и дизайнеру знать про код важно, потому что когда он делает дизайн, он должен понимать базовые как бы понятия, да, про код. Например, если я так сделаю, это вообще возможно потом сделать на фронт-энд, бэк-энд, да, то есть, ну, и так далее, и так далее. Так. Развитие визуального вкуса. Ну, про это я вот хотела рассказать, да, про это, что в голове нужно визуальную базу собирать. Есть ряд порталов, где вот как раз набирается насмотренность, чувство вкуса, да, хорошего дизайна. Я их отправлю в Notion также, и с них можно начинать каждый рабочий день, либо каждый день. Чтобы было больше в голове визуального опыта. Чтобы было в голове больше визуального опыта, да, чтобы вы понимали, какой хороший дизайн, какой как бы уже устарелый, да, уже не в тренде. И, соответственно, если ничего не смотреть, то ничего красивого само по себе в голове не появится. Я в Notion также отправлю, вот где можно смотреть сайты. Копирование или заимствование. В пользовательском понимании есть очень тонкая грань, когда есть плагиат, а когда, например, работа заимствована, то есть так смешали, да, например. Там, например, если вы берете какую-то работу, там, поменяете текст, поменяете цвет и все, то есть это 100% плагиат, так как бы делать не нужно. Самая оригинальная идея сделана из сделанного. Это на самом деле очень важная мысль. Вот про фильм я говорила, есть такой фильм «Все есть ремикс». Там я рекомендую смотреть со второй части, ну и вообще можно вторую часть посмотреть, потому что в первой части, по-моему, там про музыку и тем более про рок, там не совсем понятно. Но если вы разбираетесь в рок-музыке, то можно и первую часть посмотреть. Но вторая часть там, она про фильмы, что как бы что все есть ремикс. Если вы посмотрите, вы поймете, о чем я говорю. Вот я хочу на примере Apple показать, как, например, они заимствовали, даже такая крупная компания, да, в начале Apple дизайн заимствовал у Браун. И вот смотрите, тут как бы вот это и называется тонкая грань. То есть тут нельзя сказать, что как бы плагиат, и то есть тут непонятно, да, ты не скажешь, и как бы Apple никто не обвинил в плагиате, то есть это и есть заимствование. Они как бы, может быть, вдохновились этой картинкой, но сделали уже по-своему, по свой лад, по своему дизайну, да, но есть что-то схожее, но как бы это, наверное, такая вот тонкая грань. И, понятное дело, мы вычеркиваем копирование, мы делаем заимствование, мы смешиваем, то есть мы можем смотреть разные сайты, вдохновляться ими. Нам может понравиться, например, цвет у одного сайта, да, цветовое решение. Может понравиться, например, шрифт у другого сайта, да, там может понравиться структура у одного сайта. Все смотрим, мы можем их соединить, и у нас выйдет свой дизайн. Поначалу можно так. То есть с нуля вот просто ничего не бывает. То есть не надо придумывать, пытаться что-то новое в дизайне. Именно
вот интерфейсов, да, именно пользовательского опыта, потому что все нужное, все правильное уже придумано. Так, сейчас я покажу вот работу, где я училась в МДА курсе. У нас как бы учились мы студенты, и некоторые работы покажу. Можете ли вы сказать, какой из них похож на буклет? Ну, понятное дело, второй. Но на самом деле вот этот вот второй буклет, это не буклет, это действительно сайт, и действительно делал студент. Вот реальный студент, это реальный макет. То есть как было? Всем сказали, значит, что я говорила, да, что нужно смотреть разные сайты. Вот мы сейчас дальше будем говорить, где будем смотреть. Вдохновляться, брать, заимствовать, получается. Мы понимаем, что слева логотип, у нас уже пользователь привык, что шапка есть, кнопка есть и так далее. Но другой дизайнер как сделал? У него разыгрался, так скажем, внутренний художник, да? Он решил что-то вау сделать, что-то такое необычное. Но на выходе что мы получаем? Мы получаем непонятный интерфейс. По задумке студента вот эти вот 3 — это кнопки, но так как таких кнопок вообще как бы мало, как мы можем понять, что это кнопки? Нет логотипа, да, может быть, это логотип, да, может быть, это шапка, ну, не знаю. Можно ли, например, нажать на картинки, будет ли что-то меняться? То есть вообще не предугадать. Поэтому смотрите сайты, смотрите структуру. Или подходим, где смотрим и что смотрим. Я их еще отправлю, продублирую в Notion. Сейчас я просто вкратце расскажу, что надо смотреть, ну как надо смотреть. AdWords — это сайт премия. Лучшие дизайнеры вообще со всего мира вообще стремятся на этот сайт попасть. Тут есть градация, если вы вот нажмете на меню, или там в другом месте, вот, например, сайт of the day. Есть сайт of the month, например, да, за месяц. Есть сайт за весь год, кто вот победил. То есть тут очень разная градация, можно каждый день, вот, например, заходить и каждый день смотреть. Ну, вот на AdWords, получается, больше мы смотрим сайты, например, такие необычные, да, с вау-эффектом. Тут очень много сложных сайтов, где сложная анимация. Ну, навряд ли сейчас на начальном этапе мы сможем такое сделать, но нужно к этому стремиться. Dribbble. Dribbble — это платформа, где она больше вообще вначале предназначена для графических дизайнеров. Тут больше такие решения, такие графические, да, анимация. Но что мне нравится в этом сайте, например, мне нужно какое-то состояние, да, макета. Например, вход на сайт, когда бывает, помните, там зарегистрироваться нажать, да, и у тебя выходит там форма, поля, да, ввода. Вот, например, если ввести в поисковике, и что немаловажно, хочу сказать, вот в этой сфере важно искать на английском. То есть если вы на русском будете искать, у вас будет мало результатов именно поисковых. Если вы на английском будете, он будет шире искать. Вы можете, если английский не знаете, воспользоваться переводом, он вам на английский переведет. То же самое разных поисковик. Вот, например, нажимаете там окна авторизации, да, логин, да, и он вам выдаст такие окна. И вы можете вот пролистать, посмотреть, какие же окна бывают, как сделать правильно. Дальше Behance, как бы, тут что мне нравится? Тут, во-первых, очень много категорий. То есть тут не только дизайн, тут и архитектура, и фотографы, и так далее, и так далее. Но если, например, вы нажмете на раздел именно веб-дизайн, можете посмотреть по странам.
Например, какой дизайн во Франции, какой дизайн, например, в Америке. Ну, в Европе, в Америке с Россией плюс-минус сейчас одинаково стало. Если, например, вы залезете там в Китай, Японию, там вообще другой дизайн. То есть, например, российский дизайнер, поехав в Китай, не сможет, наверное, работать, потому что там уже вообще другое понятие дизайна, да, как красиво, как нет. Вот. Ну, больше просто для интереса можете посмотреть. Pinterest. Что я хочу отметить в Pinterest? Как бы это, ну, как бы не для дизайнеров, но очень классно работает поиск в Pinterest, да. Вот вы заметили, я написала им специально веб-дизайн в поисковике, и он вам выдает макеты. Он вам, кстати, может другие макеты выдать, потому что у меня уже сформирована, да, уже история. Но, например, если вы будете смотреть всегда красивые сайты, он будет вам выдавать их. И что еще мне нравится? Например, вы вводите веб-дизайн, и, например, вам нужны только зеленые сайты, да? У вас зеленое решение цветовое. Нажимаете, ну, то есть печатаете рядом green, и все, у вас вылезают все зеленые сайты. Очень хорошо работает поиск, теги очень хорошо работают, то есть он сразу выдает, какой вам нужен. Например, вам нужен лендинг-пейдж, лендинг-страница, он вам выдаст только лендинг-страницы. Лендбук – это сайт, где можно смотреть лендинговые страницы. Вообще, лендинг – это и есть одностраничный, мы знаем, да, сайт, одностраничный сайт. Но чем отличается лендинг-страница от одностраничного сайта? Лендинг, оно продает что-либо, ну, то есть предлагает, да, какую-либо услугу, например, или что-то продает. То есть у него должно быть, например, описание, там обязательно должно быть call to action. Call to action – это у нас самая главная кнопка, да, действия, кнопка. И должно быть описание этого продукта, такое прям захватывающее, интересное. И в конце там тоже кнопка с формой. Это и есть лендинг-страница, когда он что-то продает, либо предлагает какую-то услугу. А одностраничный тоже можно назвать, но одностраничный, например, если там картинка и какая-то там иллюстрация, это можно тоже назвать одностраничной. Это и есть отличие от лендинг-страницы. Дальше тренды веб-дизайна. Так, эмоционально первый экран. Тут, понятное дело, когда вы заходите на сайт, вас встречает первый экран. Он должен быть эмоциональным. То есть какой? Он должен привлечь внимание. Он может состоять из видео, то есть задний фон может состоять из видео, может состоять из картинки, да, может состоять из какой-то там красивой эмоциональной картинки, получается, по этой среде, да, по этому проекту. И он может состоять просто из однотонного фона, но с красивым шрифтом. То есть важно именно главный экран сделать, ну, то есть задача главного экрана – это привлечь пользователя и эмоционально его как-то затронуть. Принцип контраста. Тут важно в дизайне, да, я бы не, ну, можно сказать тренды, можно сказать, это такая база дизайна, когда пользователю не должно быть скучно смотреть сайт. Вы должны делать переходы, контрасты. То есть вот он зашел на сайт, посмотрел картинку, прочитал текст. Посмотрел картинку, прочитал текст. Если будет видеть текст, то, понятное дело, он сейчас скоро устанет и выйдет из сайта. То есть должно быть контраст фотографий, контраст текста. Вы должны уметь играться вниманием пользователя. Цветовые схемы, их не должно быть больше 4, от 2 до 4. То есть сколько, например, слева у нас цветов? Желтый, синий, белый. 3. Вот отличное решение, потому что если, например, у вас на сайте будет там 10 цветов, понятное дело, будет хаос, будет, глазу будет очень неприятно и так далее.
Тут вот, например, тоже приятный дизайн, когда тоже 3-4 цвета. Базовые принципы. Базовые принципы, сюда входит минимализм. Раньше, в 90-е, это еще слова, наверное, не было известно дизайнерам. То есть, чтобы нарисовать дизайн, наверное, дизайнеру, если он, например, умеет иллюстрации рисовать, какие-то картинки подбирать, в фотошопе их как-то поправлять, тени добавлять и так далее, это, возможно, было бы круто для них. То есть чем больше дизайна было, тем лучше. Сейчас же хороший дизайн – это как можно меньше дизайна. То есть мы, главное, решаем задачу. Дитер Рамс – это дизайнер Брауна. То есть минимализм, да? Какие примеры у нас есть? Когда у нас есть главная картинка, что мы хотим сказать пользователю, кнопка, какие-то элементы, все. То есть мы не загружаем сайт, мы не загружаем элементами, мы даем пользователю просто прочитать, просто решить задачу. При этом стараемся подбирать тоже минималистичные картинки, да. Так, дальше это типографика. Хороший шрифт – основа хорошего дизайна на самом деле. Если вы нашли хороший шрифт, удачный, и он прям подошел к проекту, вы решите 70% успеха. То есть решите, то есть знаете, что это 70% успеха. То есть и тем более сейчас, когда в тренде крупная типографика, да, когда в тренде именно игра с заголовками и так далее, шрифт очень важен. Про шрифт мы еще будем, в уроках еще будем говорить. Шрифт, я думаю, тут очень глобальная тема. Визуальный материал – это те материалы, которые добавляете на сайт, фотографии, видео, иллюстрации, иконки, они должны быть хорошего качества. Смысл. Да, тут меньше текста, больше смыслов. Вот знаете, есть сайты, когда, например, возможно, там не было в проекте копирайтера, да? Копирайтер – это человек, который занимается текстом на сайте, подгоняет смыслы и так далее. Но даже если у вас нет копирайтера в проекте, вы должны следить за текстом, за тем, что несет этот сайт. Заголовки должны быть понятливые, не такие, что там как будто текст взяли из Википедии, да, все так формально и так далее. Сейчас все переходит к простоте. Чем понятливый пользователь текст, тем он задержится на сайте, тем он заинтересуется. Это заключительный слайд. К этому QR-коду вы можете его отсканировать, камеру просто преподнесите телефону. Он ведет к Notion, где я собрала все материалы. Важно, я там отметила, установить на компьютер Figma и Photoshop. В следующих уроках мы будем уже с ними работать. Я думаю, будут задания. Я рекомендую к ним подготовиться, установить Photoshop и Figma. Не буду я писать тут, как его устанавливать. Есть Google. Figma устанавливать очень легко. В Photoshop немного надо потрудиться, но в то же время его тоже возможно установить. Прочитайте туториалы, посмотрите на YouTube, как установить. И, пожалуйста, к следующему уроку поработайте с этими инструментами. Посмотрите видео в YouTube, где что находится, чтобы было вам легче приступить к заданиям. В Photoshop мы не будем, конечно, рисовать дизайны. Возможно, нарисуем первый, мы еще это подумаем, но важно знать этот инструмент, потому что это база. Возможно, например, у вас будут проекты, когда, например, дизайн нарисован в Photoshop и вам передадут, а вы не знаете, что это, как его открыть. Важно Photoshop открыть, какой-то макет нарисовать, видео посмотреть на YouTube
И то же самое про фигму. Фигма, конечно, легче, но тоже, пожалуйста, изучите эти два инструмента, попрактикуйте, чтобы было понятен вам интерфейс. Дальше потом, получается, дальше, которые ссылки, там уже материалы, где смотрите сайты, где вдохновляетесь и так далее. Так, у меня все. Спасибо большое. Э, Если у вас есть вопросы, можете задавать. Да, у вас со временем как? Я могу открыть чат? Да, я специально заложила время, чтобы немного на вопросы поответить. Спасибо. Вот я... Можете писать в чат. Или вам удобно, когда руки, если они руки поднимут? Как вам удобно? Давайте такие, задавайте вопросы такие, ну, которые не было в презентации, да, и которые вы считаете интересными. Давайте тогда из участников, которые руку поднимают. Хорошо. Так. Райзан Тагдырбекова. Можете задать вопрос? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос такой. Я с самого начала никак не смогла все эти ваши записи посмотреть. И сегодня вот первое это самое видео я смотрю, ну, Zoom-конференции, да. Можно, да, мне продолжить? Те сохранились, и вот Discord чуть-чуть непонятно мне чуть-чуть. У вас, правильно ли я понимаю, что вопрос, у нас была встреча первый раз в Zoom, и если вы его не смотрели, то можете ли продолжить? Да? Мгм. Да. Первый раз, на самом деле, там, во-первых, это было очень сумбурно, мне не предупредили, я быстро так, просто я поговорила с участниками и просто рассказала про свой путь, да, про такие общие понятия. На самом деле, некоторые моменты я сегодня продублировала, рассказала уже более понятно. Если сегодня вы присутствовали, это самое важное. Мгм. Хорошо. Ну, я могу, да, продолжить, ну, как бы Да, учебу? конечно, да. Сегодня, на самом деле, это была база базов. Я специально продублировала информацию из первого урока, чтобы тем, кто не присутствовал на первом, было понятно сегодня. А вот насчет задания именно самое, в каком это самое отделе или разделе вот именно в Дискорде надо выполнять? Мгм. Так, задания пока не будет. Задание, возможно, будет уже со второго урока. Вам главное, я сделала вот этот вот скрин, вам дала. Мгм. Отсканируйте его камерой. Если вы камеру наведите на него, у вас откроется ссылка на Notion. Перейдите на него и прочитайте, что вам нужно установить на компьютер, какие материалами надо ознакомиться. Мы его еще продублируем в Discord, мы добавим там слева раздел дизайна и туда еще продублируем. Мгм. Хорошо. А еще один вопрос можно? У меня компьютера нету, только вот телефон, да? Мгм. Обязательно должен быть компьютер или Да, конечно. должен быть компьютер, да? Да, это однозначно. М,